спешим вас поблагодарить за то, что вы нашли время, чтобы прийти в этот прекрасный зал и встретиться с прекрасными юбилярами. Надеюсь, что вы пришли сегодня в этот зал не напрасно. Вы получите массу удовольствия и приятно отдохнете. Наш ансамбль был создан энтузиастами по предложению и инициативе Бориса Константиновича Новак. А поводом и толчком к этому послужила счастливая случайность. В ноябре 2009 года по инициативе депутата Народного собрания Гагаузии и ныне депутата парламента Республики Молдова флаг Петра Петровича в Камрате был проведен конкурс «Минута славы». И буквально коллектив ворвался в художественную музыкальную жизнь Гагаузии, победив в этом конкурсе и своей оригинальной программой, уникальными полузабытыми музыкальными русскими народными инструментами обогатил жизнь гагаузской культуры. Как-то в один из дней Борис Константинович Новак, придя в свою комнату, где разместились его инструменты, смахнул пыль с клавиш, пробежал по кнопочкам гармонии, перебрал струны, балалайки и задумался. Ведь я же не человек-оркестр и не смогу одновременно исполнить одно произведение. Значит, надо искать таких же вдохновленных творческих энтузиастов. И он пошел по Гагаузии искать этих прекрасных людей, с которыми мы хотим вас сегодня познакомить. В состав нашего прекрасного инструментального ансамбля входят руководитель ансамбля по специальности инженер-строитель, около 30 лет проработал на руководящих постах в системе Министерства дорожного хозяйства, в том числе и примаром Кантемира, инициатор и организатор приезда в Гагаузию ансамбля «Играй гармонь» под руководством Геннадия Заволокина, депутат Народного собрания Гагаузии двух созывов, Новак Борис Константинович, по инструменты балалайка и гармонь. Доктор права, доцент кафедры публичного права Камрадского государственного университета. Проработал более 30 лет в системе Министерства юстиции Республики Молдова в качестве нотариуса, адвоката и председателя Камрадского суда. Воспитавший более 250 юристов, которые занимают высокие посты в системе правоохранительных органов республики, автор более сотни научных трудов в юриспруденции, Афанасий Пантелеевич Баурчунов, инструмент мандолина. Экс-руководитель предприятия лесного хозяйства Гагаузии, главный лесничий предприятия лесного хозяйства Гагаузии, аранжировщик многих произведений, исполняемых коллективом, бас Петр Федорович, инструмент гитара, соло. Преподаватель Камрадского лицея номер 5 имени Николая Третьякова, душа коллектива и как батарейка энерджайзер, заряжающая коллектив энергии, Николай Брастебрада, инструмент баян. Мастер на все руки, строитель, техник, портной и просто великолепный исполнитель, самоучка на разных музыкальных инструментах, верит в то, что все человечество когда-нибудь объединится в одну семью. Это Юрий Голубев! Бизнесмен, большой любитель музыки, который, невзирая на занятость, с удовольствием находит время для работы в ансамбле. Иван Драгуш, инструмент гитара ритм. Профессиональный музыкант, работник ансамбля «Дюсь Ава», человек, который оказывает огромную помощь ансамблю «Коробейники», Топал Сергей, инструмент бас-гитара. Ну и совсем новый участник инструментальной группы ансамбля, аккордеонист, клавишник, талантливый музыкальный исполнитель, который обогатил состав группы, Сергей Дойков. А сейчас, дорогие гости, первое слово предоставляется прекрасному человеку и руководителю ансамбля Новак Борису Константиновичу.
дорогие земляки, дорогие приглашенные гости, есть такие у нас в зале сегодня, мои друзья. Я хочу с большим удовлетворением поблагодарить вас за то, что пришли послушать нас. Мы иногда проскальзывали по Гагаузскому телевидению так одним-двумя номерочками, и мы поняли, что, в принципе, мы на своей волне, мы поняли по реакции наших горожан о том, что, в принципе, наша тема, которую мы озвучим, она нравится. Вот. И мы решили немножко, в общем-то, эту тему развивать. Абсолютно правильно ведущие сказали о том, что, ну, лично я никогда не мечтал о том, что когда-то я буду создавать ансамбль. Никогда не думал о том, что мы будем стоять на этой сцене, тем более вот в моем юношеском возрасте. Нам годик, видите, еще не успели волосы у некоторых вырасти. Вот поэтому это дело случайно, но хорошее, случайно счастливое. Вот. И мы действительно хотим своими выступлениями, своей душой, радостью музыки поделиться с вами, потому что мы создались для того, чтобы напомнить старшему поколению песни их молодости, молодому поколению передать эстафету, потому что сегодня на таких музыкальных инструментах играют единицы, даже если не совсем профессионально, но единицы, потому что мы уже как последний из магикан, потому что уже более 20 лет в Молдове после развала Союза на таких инструментах, как мандолина, балалайка и баян, не преподают в музыкальной школе. И мы хотим, чтобы эта культура развивалась, эти инструменты не были забыты, и соединить нашу гагаузскую культуру, молдавскую, болгарскую, с русской культурой, с русской музыкой, чтобы тот мостик, который всегда был, он никогда не... В общем, чтобы этот мост сохранился. И, конечно, насколько удастся сегодня нам это, артисты волнуются, потому что мы с таким концертом первый раз, тем более всего на все годик. Многие произведения, которые мы сейчас исполним впервые, они у нас буквально отработаны за январь-февраль, потому что когда мы выступили с некоторыми номерами, мы были даже приглашены на некоторые мероприятия с концертами. Не концерт, а так, в общем, небольшие такие выездные моменты были. Мы исполняли в основном русские. Нам говорят, ну давайте гагаузскую. Мы в Гагаузии живем, давайте гагаузскую. И учитывая пожелания, мы были в Бессарабке в прошлом году. Я надеюсь, что примар, мой друг в Бессарабке присутствует здесь. Когда мы здесь, да, вижу, когда мы были там, действительно нас очень хорошо приняли там, и нам сказали, дайте гагаузскую. Мы решили, в общем-то, восполнить этот пробел. Это мы сделали буквально за последние 2 месяца. Насколько получится, по крайней мере, от души. Поверьте, что от души. Мы хотим пожелать вам приятного отдыха, пожелать здоровья и ждем ваших аплодисментов. Борис Александрович, одну секундочку. А почему все-таки гагаузские корабельники? Как родилось название? В общем-то, конечно, и название случайно. Когда на сцену мы стали выходить, и организаторы «Минуты славы» говорят, ну как вы называетесь? А мы никак не называемся, мы просто вышли, хотели порадовать людей. А еще хочу вспомнить, когда мы, в общем-то, приняли решение выйти на «Минуты славы», но учитывая мой юный возраст, Афанас Пантелеич, он еще тоже совсем юный, тоже без волос, как и я. И, конечно, рискованно было выходить, непрофессионально и тому подобное. Но я хочу поблагодарить Афанаса Пантелеича, особо его за смелость, за то, что, ну, имея титулы, имея жизненно богатый опыт, имея такие руководящие должности, и потом выйти на сцену, это, вы знаете, психологически это тоже сложно, не каждому дано, нам не после музыкальной школы. И когда, как называться? Ну, не знаю, и вот мой сын присутствует здесь, на углу. Как, давайте «Корабельники», раз мы пропагандируем русскую культуру, «Корабельники». Когда мы назывались «Корабельники», вроде хорошее название. А почему «Корабельники»? Мы же в Гагаузии живем. Мы тогда дополним «Гагаузские корабельники». Ну что ж, я только добавлю, что корабельники, как известно, это продавцы хорошего, качественного товара. А гагаузские корабельники – это продавцы талантливой музыки, красивой музыки, душевной музыки. И сейчас мы предоставим слово нашим замечательным артистам. Для вас прозвучит визитная карточка коллектива «Полька Карапет» и «Корабельники». Встречайте, пожалуйста, ансамбль «Гагаузские корабельники».